Ассаламу алейкум, друзья! В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудить» и я, ведущий Рамзан Абуев. Сегодня в кресле игрока директор 4-й школы селения Старой Атаги, победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Флагманы образования» Мансур Усмадов. Мансур, маршал. Да, маршал. Мансур, расскажи, пожалуйста, что самое сложное в работе директора? Ну, во-первых, стоит отметить, что работа директора, как и любого управленца, это очень разносторонняя работа. То есть директор в своей повседневной работе, он просто обязан быть не просто руководителем, но и хорошим хозяйственником, экономистом в том числе. Директор должен уметь собрать команду, директор должен мотивировать, директор должен показывать личный пример. Ну и, конечно же, он должен любить то, чем он занимается. Я считаю, это залог успеха любого руководителя. Любить свою работу. Почему именно вот образовательная сфера вами выбрана? Ну, образовательная сфера, она, наверное, как только вот ты начинаешь этим заниматься, она тебя вовлекает полностью. Потому что это огромное количество людей, это новые знакомые каждый день практически. Это новый опыт, который ты можешь постоянно совершенствовать. То есть человек, оказавшись в системе образования, если он целенаправленно вошел в эту систему, он просто не может постоянно не расти. Мансур, какая была вообще конкуренция на конкурсе «Флагманы образования»? На конкурсе «Флагманы образования» была сильная конкуренция. Нас было 30 участников, которые прошли в региональный этап. В целом, по-моему, если я не ошибаюсь, несколько тысяч было заявок, но прошли только 30 человек. Это уже говорит о том, что отбор был очень серьезный. Очень много тестовых, предварительных таких онлайн-испытаний, которые мы прошли. И в итоге в составе вот этой вот команды мы 3 дня соревновались, действительно оказывались в разных ситуациях, с разными заданиями. И каждый этап, он позволял действительно открыть для себя что-то новое. И, конечно же, очень много талантливых профессионалов участвовали в этом конкурсе. Но, как и в любом конкурсе, конечно же, там есть и свои победители. Но я считаю, что нету проигравших. Вообще профессиональный конкурс, любой профессиональный конкурс, ни в коем случае человек не должен считать себя, участник не должен считать себя проигравшим. Почему? Потому что он в любом случае получает бесценный опыт, он получает очень много знакомых новых, которые также болеют действительно душой за свою работу. Это очень интересный, бесценный, я считаю, опыт для каждого участника. Поэтому в этом конкурсе, как и в любом педагогическом конкурсе, нету проигравших. Кстати, хорошая мысль про бесценный опыт. Мансур, не могу не затронуть тему, самую острую, наверное, и дискуссионную, тему ЕГЭ. Ты поддерживаешь или нет? На самом деле ЕГЭ – это отличная возможность для любого выпускника поступить в абсолютно любой вуз. Он открывает очень много дверей действительно для выпускника. Конечно же, подготовка к ЕГЭ занимает очень много сил и времени, как у учителя, так и у выпускника. Это стоит отметить, что, наверное, есть свои плюсы и свои минусы, как и в любой процедуре, в любой оценочной процедуре, скажем так. Есть очень много, да, действительно, это дискуссионный вопрос, очень много мнений относительно того, что это тестирование, что дети приучаются к шаблонному какому-то обдумыванию, заучиванию и так далее. Но мы должны понимать, что процедура ЕГЭ тоже совершенствуется. То есть, если раньше там тестовые задания это было там 60-70%, то сейчас они сведены практически к минимуму. То есть здесь ребенок уже должен обладать конкретными знаниями, должен уметь правильно мыслить и правильно излагать свои мысли. Соответственно, в данном случае
ЕГЭ, конечно же, необходимо просто в нынешней ситуации. Мансур, на этой ноте мы перейдем к игре. У нас Самый 10 волнительный вопросов момент. и 3 подсказки, из которых необходимо тебе выбрать оптимальный для тебя 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Ну, давайте оптимальный вариант, как вы сказали, 50 на 50 и право на ошибку. Прекрасно. И твой красный диплом выпускника исторического факультета тебе в помощь. Надеюсь, я не пожалею о том, что об этом сказал. И да Будем простят- надеяться. И надеюсь, простят меня мои преподаватели, если вдруг на каком-то вопросе ошибусь. И первый вопрос. Кому из гостей подают еду первым? Младшему, старшему, тому, кто приехал издалека, красивому? Так. Ну, здесь два варианта, конечно же, если исходить из наших обычаев и традиций, это старшему и тому, кто приехал издалека, то есть гостю. Я рассматриваю только эти два варианта, потому что младшему и красивому к нам в принципе не относятся. Но здесь я думаю, что если уж говорить все-таки об обычаях, традициях, может быть, вариант С тому, кто приехал в гости. Тут говорится, что все они гости. Ага. Все они гости. Тогда, конечно, это вариант Б старшему, я думаю. Если вот гостей, кому из гостей, да, действительно, кому из гостей подают еду первым, да, старшему. Ответ принят. Основное правило гостеприимства – это защита жизни гостя, сбережение его имущества, даже невзирая на тот факт, что это может быть связано с риском для жизни семьи. Если гостем оказался человек другой веры, национальности, даже тем, на ком лежит кровная месть, чеченцы обязаны его принять. Имеет значение все, в том числе и то, кому надо подать еду первым. Еду первым подают старшему. Абсолютно верный ответ. Важное значение придается и тому, кто и какое место должен занимать за столом. Такая вот философия гостеприимства. Второй вопрос. Что считается презренным поступком у чеченцев? Приманивать животных пустой ладонью, много говорить, ругать детей, громко смеяться. Что считается презренным поступком? Так. Ну, если так подумать, конечно же, ни один из этих поступков не является, не относится к особенностям, да, нашего воспитания. То есть мы никогда не учим там, подрастающее поколение, наоборот, упрекаем в этом. Вот, презренный, если вот именно акцент на этом слове делать, наверное, приманивать животных пустой ладонью. Презренный поступок. Ответ А. Давайте. Приманивать животных пустой ладонью считается презренным поступком. Абсолютно верный ответ, поскольку живность, она бессловесная, и человек, обладающий разумом, не должен таким образом обманывать животных. Третий вопрос. Что служит символом мужского достоинства и чести? Бурка, черкеска, папаха, кинжал. Кинжал. Я бы, наверное, отнес к этому папаха тоже. Но кинжал, как мы понимаем, что ребенок, молодой человек, достигший совершеннолетия, завязывал пояс и получал кинжал. И папаха точно так же надевалась на него, и уже в пожилом только возрасте, как и кинжал, папаха разрешалось, дозволялось, если я не ошибаюсь, снимать. Черкесска, бурка. Сложно даже выбрать. Ну, давайте подсказку, наверное. Какую? Или можно не использовать ее. Так, чести и достоинство. Но если так рассуждать между этими двумя вариантами, кинжал или папаха, давайте вариант С, папаха.
Ответ принят. Папаха – символ мужской чести и достоинства чеченцев. Если чеченец снимал в споре или в ссоре папаху и ударял ее о землю, это означало, что он готов идти на все, до конца. В традиции есть только одно исключение. Папаху можно снять только тогда, когда просят о прощении кровной мести. Это абсолютно верный ответ. Четвертый вопрос. Какая образовательная организация Чеченской Республики была основана в 1920 году? Чеченский государственный педагогический университет, Чеченский госуниверситет имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Грозненский нефтяной технический университет, Чеченский базовый медколледж. Так, ну, колледж, я думаю, мы сразу же можем из рассматриваемых вариантов убрать. Педагогический университет имеет свою давнюю историю. Чеченский государственный университет, конечно же, и ГГНТУ. Так. Затрудняюсь, конечно же, сразу же ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что все три университета открыты в 1920 году. Я склоняюсь все-таки к варианту С. Нефтяной университет имени Миллионщикова. Может быть, я ошибаюсь. Ответ С. Ответ С. Давайте. Грозненский нефтяной технический университет был основан в 1920 году как высший нефтяной техникум в составе 8 отделений, 2 из которых являлись высшими. Абсолютно верный ответ. В том году были основаны 2 факультета – нефтепромысловый и нефтетехнологический. Это старейший вуз нефтегазового профиля страны. Как же это все-таки волнительно оказалось? Бой у какой реки в Чеченской Республике описан в одноименном стихотворении Лермонтова? У Терека, у Сунжи, у Мартанки, у Валерика. Так, ну, наверное, меня не простят все поклонники творчества Лермонтова, если я сразу не отвечу на этот вопрос. Вариант Д у Валерика. Ответ принят. Битва у реки Валерик произошла летом 1840 года. Это примерно в 30 километрах юго-западнее тогдашней крепости Грозная. Лермонтов сам принимал участие в сражении, и поэт избрал стихотворный способ выразить свой военный опыт. Абсолютно верный ответ. Он написал это произведение в эпистолярном жанре для выражения своих мыслей, чувств, воспоминаний, наблюдений. Было написано сразу после боя и опубликовано в 1843 году в альманахе «Утренняя заря» под заглавием «Валерик». И 6-й вопрос. Кого считают основоположником чеченской дипломатии? Байсангура Биноевского, Бейбулата Таймиева, Орца Чермоева, Таштемира Эльдерханова. Так, ну, я думаю, Байсангур Биноевский больше был воином, мужественным воином. Орца Чермоев, если я не ошибаюсь, больше относится к, скажем так, тогдашним предпринимателям, меценат. Таштамир Эльдерханов, Бейбулат Таймиев. Вот я склоняюсь вот к этим 2 вариантам, и Б или Д. Я думаю, вариант Б, Бейбулат Таймиев. Почему-то я больше склоняюсь к этому варианту. Чем обусловлен такой выбор? Сложно объяснить, хотя, конечно же, это период такой достаточно сложный для нашего народа, период народно-освободительной борьбы. Так. Ответ Б. Я еще сомневаюсь. А Таштамир Эльдерханов, конечно же, тоже известный деятель, политический деятель. Он тоже сыграл немаловажную роль. Давайте вариант Б. Ответ принят. Таймиева считают первым чеченским дипломатом, потому что именно он в разгар Кавказской войны предпринимал немало усилий для переговоров. Абсолютно верный ответ, Мансур. Он был гибким политиком и дипломатом. Интересы своего народа он старался совместить с интересами России, чтобы гарантировать добрососедские отношения.
и Бейбулат Таймиев устанавливал также дипломатические контакты в Иране и в Турции. 7-й вопрос. Как грузины называли чеченцев в Средневековье? Сасаны, Нохчи, Дзурдзуки, Гаргареи. Все эти названия, они относятся к чеченцам. Верно. Однозначно. Нас так называли разные народы и в разные временные промежутки, скажем так. Сасаны больше, я так понимаю, относятся к Персии. Верно. Нохчи, много версий, откуда происходит название Нохчи. Каждый выдвигает свою версию относительно вот этого названия нашего народа. Гаргареи. Гаргареи или Дзурдзуки. Давайте подсказку возьмем. 50 на 50. 50 на 50. Да. И уберите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается А и С? А и С. Да. Ну, тогда здесь однозначно это Дзурдзуки. Ответ принят. Дзурдзуки – средневековый этноним, употреблявшийся преимущественно в грузинских и арабских источниках IX-XVIII веков. Считается, что так называли чеченцев. Абсолютно верный ответ. И 8-й вопрос. Курганы, относящиеся к какой эпохе, выявлены в селении Старой Атаги? Серебряного века, Золотого века, Бронзового века, Каменного века. Вы даже подобрали вопрос, относящийся к селу. Верно. Интересно. Я это вопрос оставил, думаю, что ты из села Старой Таги. Уточним, что ты не живешь там. Ну, я с соседнего села. В любом случае, это одна плоскость, один район. И все курганы, которые, наверное, там и были выявлены, наверное, относятся к одинаковому, к одному и тому же временному промежутку. Серебряный, золотой век, бронзовый век, каменный век. Так, ну, золотой век я отсюда могу сразу же убрать как вариант рассматриваем, потому что это довольно-таки относительно недавно, скажем так. Серебряный век, так, бронзовый век, каменный век. Либо бронзовый, либо каменный век, конечно. У меня есть право на ошибку, если я правильно понимаю, да? Вам нужно воспользоваться, обговорить сразу. Обговорить нужно. Так. Давайте вариант С, бронзовый век. Бронзовый. Мансур, как историк ты можешь вообще рассказать для наших зрителей, что вообще означают вот эти века, серебряные, золотые, каменные? Ну, каменный век, конечно же, он в первую очередь связан с деятельностью человека, то есть те орудия, которые он изготавливал в это время, сельское хозяйство, которое было развито, все основывалось на каменном строительстве, каменных инструментах, скажем так, в том числе и оружие. А бронзовый век – это уже освоение металла, то есть использование, повсеместное использование металла. И ну, серебряный золотой век, я думаю, тоже не нужно объяснять, хотя это, конечно же, очень такая большая, очень большой временной промежуток между ними. Хорошо, Мансур. И ответ принят. В селении Старой Таги есть группа курганов эпохи Бронзового века. Абсолютно верный ответ. Из них выявлены предметы древности. Это бронзовая пряжка в виде 2 ланей, оленевидные завитки и другие. На юго-западе от села расположена группа из 50 курганов, и в 1958 году Мунчаевым были раскопаны несколько из них. В них обнаружены бронзовые и керамические предметы. И начало бронзового века – это 3300 лет до нашей эры. 9-й вопрос. При строительстве новой башни в ее стены укладывались камни с петроглифами из старой. Для чего это делалось? Чтобы перенести благодать, в память о предках, для защиты от духов, для прочности строения. Интересный вопрос, конечно же. Петроглифы из старой, для чего укладывались? Ну, прочность.
какую-либо прочность именно камни с петроглифами, я думаю, мало влияли на это. Для защиты от духов, ну, что должно быть изображено на этих петроглифах, чтобы они защищали от духов? Какие-то мистические знаки, может быть, петроглифы. Чтобы перенести благодать, я бы рассмотрел, наверное, либо этот вариант, либо в память о предках. Опять-таки, память о предках, значит, там должны быть передана какая-то информация о предках на этих петроглифах. Вариант А или С. Я думаю, вариант А, чтобы перенести благодать. Ответ А. Да. Ты уверен? А? Уверен? Это окончательный Ну, ответ? я 100% не могу сейчас быть в этом уверенным, конечно. Ну, может, ты воспользуешься подсказкой, чтобы услышать финальный вопрос? Ладно, давайте. Право на ошибку. Да. Право на ошибку и ответ А. По причине того, что камни с петроглифами из старой башни укладывались в новую, нередко именно вот эти камни выделяются по характеру обработки и цвету. И традиции ритуального использования элементов старого жилища в новом строении сохранились даже до сих пор. И при строительстве нового дома чеченец всегда укладывает в фундамент нового дома хотя бы камень из старого дома, чтобы перенести оттуда и благодать. Абсолютно верный ответ. То есть я подсказку в любом случае потратил, получается, да? Угу. Так, как ты думаешь, про что будет 10-й вопрос? Сложно мне сейчас даже гадать, конечно. Очень разносторонние вопросы. Литература, история, быт, традиции нашего народа, культура. Сложно даже гадать. И финальный 10-й вопрос звучит так. Закончите пословицу. Кто спорил с селом, тот недалекого ума, самый смелый, послыл предателем, остался за селом. Ну, с селом спорить, наверное, в наших традициях вообще порицание довольно сильное. Такого человека, наверное, могли больше считать не смелым, а скорее там предателем или человеком недалекого ума. Наверное, все-таки тот, который спорит с селом и не должен жить в этом селе, я думаю, логика здесь подсказывает мне вариант Д. Тот, кто спорил с селом, остался за селом. Ответ принят. Кто спорил с селом, тот остался за селом, гласит чеченская пословица. И, Мансур, ты абсолютный победитель. Маленький приз. Огромное спасибо. Конечно же, я бы хотел отметить, что действительно очень разносторонние вопросы, даже не ожидал. Вам тоже большое спасибо за то, что пригласили, дали такую возможность. Не скажу, что я доволен своими ответами, потому что мои преподаватели, если будут смотреть, я уверен, они будут меня в некоторых моментах и осуждать. Как это ты мог забыть? Наверное, они будут задаваться этим вопросом. Но я в любом случае рад, что получилась такая интересная игра. Мансур, получилась интересная игра. Я рад, что ты принял приглашение. Горд, что ты выиграл. Дал я объективе. Давай, Тубайл. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудить», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикейл Маршайл.